152 избирательных участка готовятся принять граждан в день голосования во всех районах республики. На сегодняшний день в основном списке около 135 тысяч избирателей. Это те, у кого есть прописка на территории Абхазии, уточнил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. 152 участка подготовлены к работе. Наши граждане могут прийти по этим округам и участкам и ознакомиться с этими списками. Если вдруг они себя там не найдут, пока есть время, они могут попасть в основной список. Вот. И мы предлагаем, чтобы меньше дополнительных списков было, для того, чтобы каждый гражданин мог ознакомиться с этими списками и добавить себя, чтобы минимизировать доп. Список, и, соответственно, они будут влиять на явку проголосовавших на выборах 15 февраля. Граждане Абхазии, не имеющие абхазскую прописку, могут получить в Центр избиркоме удостоверение на право голосования. Открепительных талонов на президентских выборах не будет. Открепительные талоны уже давно отменили и правильно сделали, потому что наши граждане злоупотребляли своими правами, голосовали и по прописке, и по месту данного открепительного талона. Чтобы этого не было, этот вопрос решен. Что касается удостоверения, это двухминутное дело. Заявитель указывает участок, в котором он хотел бы проголосовать. Мы ему выдаем удостоверение, и он в день голосования использует этот документ. В момент сдачи бюллетеня он отдает удостоверение, голосует и таким образом свое волеизъявление выражает. За пределами республики будут работать 3 участка. 2 в России, в Москве и в Черкесске, и 1 в Турции, в городе Сакария. Дополнительные списки избирателей на этих участках будут известны в день голосования. Все кандидаты в президенты имеют право представить на каждом избирательном участке до 3 наблюдателей. Удостоверение им выдадут окружные комиссии, рассказал глава ЦИК. Все кандидаты имеют право представить кандидатуру для наблюдения. Вот. 10 доверенных лиц по Республике Абхазия, они также имеют право получить документ в Центральной избирательной комиссии. То есть доверенные лица документ получают в ЦИКе, а наблюдатели от кандидатов получают в округе. В каждом участке будут не более 3 наблюдателей. Итоги голосования будут подводиться по тем же правилам, что и на последних президентских выборах 2020 года, так как выборное законодательство с этого момента не менялось, подчеркнул Маршан. Были представлены предложения от Центральной избирательной комиссии, предложения к парламенту, нашим уважаемым депутатам о внесении изменений в выборное законодательство Республики Абхазия. Вот. Там было более 10 предложений, в том числе и по графе «против всех». Вот. Данный проект поправок, он был единогласно принят только в первом чтении. Второго чтения и третьего пока еще не было, поэтому правила остаются те же. Но, что хотел бы подчеркнуть, итоги выборов, графа «против всех», та, которая будет и в первом туре, и во втором туре, она подразумевает, что первый тур, соответственно, 50 плюс 1 от числа проголосовавших, принявших участие в голосовании. Второй тур, он будет подводиться таким образом. Кандидат, который набирает наибольшее количество голосов, он должен выиграть и кандидата, который будет на втором месте, и графу «против всех» в совокупности. Это регламентирует закон и постановление суда 2020 года, которое никто не отменил и никто не обжаловал. Мы это берем во внимание, потому что раз нет других изменений в законодательстве, мы должны этих правил придерживаться. Вот. Что касается того, что на наши предложения, они остались пока в виде только рекомендаций. Вот. Если парламент в дальнейшем примет во внимание наши поправки, тогда будем придерживаться новых правил, но пока остаются старые. Если в случае второго тура, то нужно будет придерживаться именно этих правил, для того, чтобы было четкое понимание. Никаких джентльменских соглашений нынешний состав Центральной избирательной комиссии принимать не будет во внимание, потому что джентльменские соглашения, мы знаем, чем они заканчивались аннулированием решения Центральной избирательной комиссии. Вот, чтобы таких моментов избежать, мы будем придерживаться закона и постановления суда.
Также, согласно закону, в течение 10 дней до дня голосования запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами. Гугут Савардания, Константин Парулова, Абхазское телевидение.